Ребята, сегодня 5 июля. Так вышло, что я нахожусь сейчас в Сторожевской, село Сторожевск. И решил сходить к речке. Я жду одного человечка. И чтобы время быстрее прошло, ждать всегда тяжело, решил сходить к речке. Поснимать речку. Речку Сторожевской. Это уже получается река, наверное, Эжва, как я думаю, течет. О, блин, местность вообще не знаю тут. Трава по пояс. Очень высокая трава. И река, конечно, тут большая. Не знаю, какой обрыв тут. Главное, чтобы не скатиться с этого обрыва. Вот смотрите, какая широкая река. По нашим меркам, где я живу, если сравнить с этой рекой, у нас ручеек. О, как. Это да, широкая гладь. Наша Нившера, она впадает в эту реку. И также с Богородска Вишера, Нившера, все впадает в эту большую реку. И вот здесь уже получается, что река очень большая. Вон, спущусь к речке, там еще погуляю. Хотел спиннинг взять, но что-то передумал. Лишней воды также много, как я смотрю. Обычно туда раскидывают всякие донки, там бутылки плавают все лето, а в этом году что-то их нету. Только если... Так, сейчас ориентир взять. Ориентир. И думаю, вон там, на другом берегу, что-то плавает. А, нет. Чайка. Я думал, или вон бутылка, наверное, думаю. Там стоит донка. Любят Сторожевск. Мужики, наверное, любят здесь на донку ловить. Блин. Главное, чтобы не упасть. Гора высокая, крутая. Крутая гора. Ну да. Очень большая река. В общем, если не ошибаюсь, это река Эжва. Течет река Эжва. Сучкуломского района, наверное, идет. Так. Подниматься будем по другому месту. Вон здесь скошена трава. По этой тропинке, наверное, и поднимусь. Вот тропинка. Вот смотрите, какая гора. Ну да, очень высокая. Не знаю, насколько уровень поднимается весной. Но будки не так высоко. Где-то вот сейчас вот уровень где-то 4 метра выше будки стоят. Может, выше и не поднимаются. Ну да, это, конечно, уже речка. Большая, блин. И все, я смотрю, у всех казанки тут. Здесь казанка, там казанка, дальше лодка. Но мало, очень мало лодок. Я не знаю, почему тут мало рыбаков или отчего так мало. Да, 3 лодки такая вот вижу и все. Телефон опять барабанит. Берег тут каменистый, вот такие мелкие камушки. Вода чистая также, И думаю, здесь много рыбы, потому что река большая, и здесь много язей, лещей. Если порыбачить, места, если знать, конечно, тоже. То приедешь там, закинешь удочки, сидишь, а там ни хрена не будет клевать, потому что место не знаешь. Вон также бутылка,
там что-то стоит, или же сетка, или же этот донка. Вот так вот, ну да, все, вот кругом казанки. Что плоскодонки самодельных нету. Привет рыбакам. Черекай не маннед. Так, выра гуляй. Гулять на. Мы снимай там. А сиди просто, гуляй-то, снимай-то. Если желание дабо, верма выражит не. Чего я была? Давай помогу вместе. Ja, это не это ти. На меня чидов по. Я сидон по. Хо-хо-хо. Так, видно. Бередись. Вот так вот. Спасибо. А самодельных лодок тут нету вообще, да? Все казанки или жили. Это все место. А, вот эти маленькие только, чтобы уток доставать. Или на озерах порыбачить. А, В основном ты я это. понятно. Или без моторки и поедете, или как? Ами-ами. Без мистики. Широкая, блин, река у вас. Вот это да. Сравнением с нашим Нившере там вообще ручеек. Давай. Антикомары не забудьте. Ну давай, удачи. Так, мы дальше сходим. Были мужики. Просто говорят тайгу. Хочется по тайге побродить. Ну не хочется. Тайга это сила. Тайгой погуляешь, настроение поднимется. Только вот овод, комары, блин. Так. Ну, если спиннинг взял, конечно, можно было и покидать, может, окушка можно было поймать. На крупную рыбу не рассчитывая, что дома, что в других местах, но окунь-то всяко можно поймать. Ну, что-то они плывут быстро. И течение так не такое большое, как я смотрю. Так, ну да, где-то вот эти старые будки уже стоят, древние будки. И уровень где-то 4 метра, наверное, выше от летнего уровня воды. Так что вода, наверное, где-то может на 3 метра выше поднимается. И все, больше может такой рельеф тут заливает больше, чем, ну, как сказать, площадь больше занимает водой, потому что здесь там берег пологий и заливает там луга,
А если с обеих сторон крутой берег, он, конечно, вода выше поднималась. Блин, не утонуть бы, вот тут грязи сколько. Труба, ну, думаю, котельная там стоит. Не знаю, откуда-то иду, ну, просто отхожу, брожу. Времени, чтобы убить. И где-то, наверное, там поднимусь и обратно по селу пойду. Здесь уже возвращаться не буду. Я обычно круги делаю. Не люблю по одной и той же местности ходить. Буквально вот 10 минут прошло, но они почти на другом берегу уже. Ну, я думаю, они за веником пошли, может. Потому что завтра уже 6 числа и уже собирает веник. Ну, тут, конечно, железобетон, но тут закрыли лодку вон на замок. Замок стоит, серьезный замок. И цепь, наверное, на трос не закопали там. Вот хорошо тут кто живет в этих домах. Там вечерком или с утра можно порыбачить тут. Вон рогатины кругом. Донка стоит. Вот эти ребята, донка стоит вон. Да. И тут рогатина. Она на удочку тут рыбу ловят, сидят. Вообще класс место, ребята, вообще класс. Удивительно красивое место. Нет, я по таким местам еще, по такой реке я еще никуда не ходил. Вообще у нас по таежным речкам в основном я брожу. А здесь по широким рекам, конечно. Ну, думаю, в сравнении с этим Енисей, ну, не знаю, надо бы тоже воочию посмотреть, как выглядит Енисей. Там народ, что я не очень люблю. Так. Ну да, ничего страшного. Все, они доплыли. Уже по берегу идут. Так, ослепляет солнце, не знаю. Где снимать, что снимать. Не вижу я лодку. А вон. Вон они, ребята, поднимаются. Отец с сыном или с внуком. Дед с внуком, я не знаю кто. Также тут крутой берег. Да. Конечно, для рыбалки тут место отлично. Сергею Ивановичу привет. Вот бы ему здесь порыбачить, посидеть. На УАЗике подъехал. Вышел, и вон уже всплески идут. Рыба. Да, шикарная речка. Таблички какие-то вон. Это когда пароходы, катера по весне к нам тоже и ходили эти баржи всякие, там груз перевозили в наше село на целый год. Вот весной там поднимут пару барж муки, там консервы, сахар, песок, чай. И жили, потому что дороги не было, а сейчас как бы грунтовка хорошая есть, асфальт. И сейчас уже возят частники продукты. Я удивляюсь, комара вообще нету тут. О, кроссовки, пипец. Вот это да. Я погулял, ребята, смотрите. Как грязный стал. Ладно, сходим еще дальше, посмотрим. Я тогда жду, когда птицы купаются. Я тогда жду. Что, без удочки? Вон рыбак лещется.
старые столбы. Не знаю, ради чего тут стояли они. Все уже сгнило. Какие-то отбойники, может, или еще какой-нибудь паром был тут. Не паром, а пристань. Вот. Самодельные лодки пошли. Это для меня уже интересно. Это для меня интересно. Посмотрим, как в селе Сторожеск лодки делают. Или, может, не здешние мастера. Но все равно интересно. Сам делаю лодку, вот из-за этого все для меня интересно, что сделано своими руками. Первый взгляд так нормально на заднюю часть немножко сужить. Так середину там уже немножко, чтобы сужение было. А здесь он как утюг сделан. Это уже не будет так хорошо идти лодка. Нагрузка большая для моторки. А если его, скажем, с середины там немножко согнуть, где-то вот здесь вот, скажем, метр ширина, а если сделать 90 сантиметров, и это уже для моторки очень даже будет легче толкать. А это корыто, это я не знаю, что за корыто такое. Ну, гроб, можно сказать, что еще можно сказать про эту лодку. Но это не лодка, это, я не знаю, на что похоже. Это уже пишите в комментариях. Это фигня какая-то. Ну, ходят. Что там? Там речку перейти или же, скажем, донкой закинуть, сети закинуть, с удочкой посидеть, это тоже вариант. Ну вот лодка там 3,5 метра где-то. Ну вот доски 20-ка. Для маленькой лодки 16 миллиметров достаточно, 16 миллиметров. Это лишний груз, лишний вес, это тоже чуть-чуть. И там еще, смотрите, какие толщины лодки. Там буквально сантиметровые доски достаточно. 15 миллиметров. Круг, как бревно. Ужасная лодка, я вам скажу. Это тяжелая, ужасная лодка. У нас так не делают. Ну кому как. Я не судья. Я свое мнение сказал, свое, как я думаю. Ну, это, конечно, уже чуть-чуть профессионально сделано. Это уже да. Это уже к нему нет претензий. Там, блин. Я даже... Это лишняя работа, чтобы согнуть там. Ну, это ходовая лодка должна быть. Такова чуть-чуть широковата. Лодка должна быть где-то 80 сантиметров шириной и подлиннее. Если раньше как? Раньше у нас ходили лодками до верховья таежных рек. И брали груз брали на, скажем, полмесяца. Еда, собака там. Все. Но собака, она по берегу обычно поднималась. А основной груз все равно. И лодку делали где-то 5 метров. 5 метров деревянные лодки. И веслом поднимались до, скажем, 80 километров веслом. Несколько дней поднимались. Это для охотника. Охотник должен быть руки сильные, чтобы толкать груженную лодку и плыть. Не каждый это сможет в наше время. Мы такие сейчас ленивые, что моторка, если не работает, там все, хана. Никуда не поедет никто. Любим все, чтобы на лодке, чтобы была моторка, вместо ножовки, чтобы была пила. Все делаем вручную, мало что делаем вообще. Как будто я чувствую запах рыбы. Вот как будто свежевыловленная рыба тут была.
Ну, чувствуется, да, рыбий запах. Вот ветром как-то откуда-то несет запах рыбы и свежей рыбы. Опять горячий. Ну все. Я, короче, кроссовки свои убил. Блин, не думал, что это грязно. Пипец. Ну вот отсюда, как сказать, отсюда бьет ключ. Сам Сторожеск, село Сторожеск, он находится на болотистом местности. Ну, какое-то село пасмурное. Везде вот болотистое место и... Ой, бля, моя, блин. Все хана косоки. И думаю, вот из-за этого все везде кругом идет на речку вот эта подземная вода течет. Ключ выходит не ручьями, а вот, скажем, по всему берегу там. Вот так. Так. Надо. Сейчас я разберусь, ребят, с кроссовком пока. Село вроде и большое, а лодок практически нету. Ну, конечно, я уже прошагал где-то с километр, наверное. Десяток лодок не встретил. А у нас в селе там у каждого мужика там по 2-3 лодки. У меня вот лично, сколько там? 2, 3, 4 лодки у меня. Одна для моторки, а прикормка вон ставили, рогатина. Вот, Сергей Иванович, смотри, какое место. Есть такой подписчик у меня, рыбак заядлый тоже, Сергей Иванович. И вот это место я бы, конечно, ну, для него это незаменимое. Вот. Ветер дует, ни одного комара, ни вообще прелесть, там нет слов. Такое место чистое, ни травы, ничего тут нету. Глубоко, наверное, лещи здесь, плотва, все есть, рыба. Ветер дует, только сиди, балдей, загорай. А у нас в селе, я не знаю, что в этом году, блин, невозможно выйти куда-то. Вообще ужас, комары. А здесь уже вообще другое. Может и ветреную погоду, конечно, но у нас не такое широкое место. Здесь он широко и более ветер дует. Так, будем уже думать, как подняться в гору и уже возвращаться. Так, немножко погуляли, поболтали, что я очень люблю. Так. Ну все, там вообще, смотрю, там болото. Где бы подняться и какую-нибудь тропинку найти, чтобы нам идти туда, куда нам надо. Там вообще гибель. Нет, туда я не полезу, там кроссовки я уже убил практически, блин. Здесь грязи, штаны еще. Штаны рабочие, все рабочие у меня одежда. Я не на дискотеку приехал. Так, ладно, будем возвращаться, буду искать тропинку и поднимусь обратно. Рыбаки сюда приходят, значит, где-то они ходят. Должна быть какая-то тропинка. Но место шикарное. Место шикарное. Там остров. Не знаю, какая глубина. Но немножко я завидую тем, кто здесь охотится, рыбачит. Да. Здесь должно быть рыбы больше, чем у нас. У нас одна мелочь. Ну,
приезжают с городов за Хариусом, ну, за Хариусом, чтобы приехать там за 500 километров или еще, стоит там одна мелочь только. А здесь, конечно, должна быть и лещи, и язи, и семга тут поднимается в нашей реке. Шикарное место. Только здесь утиные перелеты должны быть тоже. Но и достать их тоже трудновато. Ну да. Ну все, ребята, я возвращаюсь вообще. Буду искать тропинку и пойду к машине. Вот такие делишки. Сегодня 5 число. Я в Сторожевске. Вон до туда мы сходили. Вон остров, о чем я говорил. Небольшой пока. Ну да, смотрю, вода большая, бывает там поменьше. Тут скошено место. И такие два рельса стоят. На лодку спускают, поднимают здесь. Блин, частные дома тут. Ну да, что-то я туда. Вон тропинка тоже. Пойдем туда. Места не знаю, людей не знаю. По двору, может, нельзя ходить. Забор там 3-метровый. Здесь пойдем. О, как шикарно все сделано. Отлично. Место отличное, конечно, у них. Какой красивый дом. Остекленное все. Ну да. Богатенькие детки живут, видимо, тут. Так, все. Главное, ни в какую яму не попасть. Борщевики кругом тут тоже. У нас в селе борщевиков нету, а Сторожевска этих борщевиков. Тоже шиповник цветет. В общем, ребята, я возвращаюсь. Вот такая прогулка. Ну, немножко поснимал речку Сторожевское, село Сторожевск. Не все видят, не все ездят, не все ходят. А так я хоть чуть-чуть где-то что-то показываю. Кому-то интересно, кому-то нет. Вот так вот. Вон даже дом, вон пожар, видимо, там был. Нехорошо это, конечно. Так. Тропинку я потерял. Тропинку потерял. Это ли травы-то сколько? О, бля. Собаки залаялись. Незнакомцы ходят. Ух, как красиво. Вчера гроза была у нас. Сильная тоже. Гроза, дождь шел. Гром гремел. Вообще тут ни там, ни здесь прохода нету. В общем, буду разбираться, где идти. Надо поискать тропинку к выходу к центру села. На этом я буду заканчивать. В общем, всем пока. Кто не подписан, подписывайтесь. И до новых встреч на природе в Коми.